Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Добрый день, добрый вечер, приветствую всех. Сегодня 17 июня 2020 года. С вами снова я, Аслан Арцуев. Сегодня, как я уже сказал, 17 июня, город Гамбург. И со своим мнением сегодня выступлю снова я. Так, давайте начнем с наших традиционных приветствий. Всем рад, всех приветствую. Так, Адам Грузинский. Как найти Машволь или Саламар Шалхуль? Так, рубай эфир, говорит Арцуев. Адам Грузинский врубил. Руслан Абудов. Кто-нибудь может сказать, как сейчас обстановка в Дижоне? В Дижоне сейчас обстановка нормальная. Мы сегодня поговорим об этом и много подробного обсудим. Подробно сегодня обсудим многое. Так, хорошо, как найти, я ничего не трогаю. Так, Асколя, салам алейкум, братья ночи из казахстанских степей. Алейкум салам, Машвовер, Стрейт and Фред, привет, привет. Александр Вайт, приветствую, сам привет. Байсангур Делафер, салам дума сарга. Масарга салам маршалду, всех рад приветствовать. Был вынужденный у меня перерыв, я немного отдохнул. Вы, надеюсь, от меня тоже. Поэтому, кстати говоря, со следующей недели уже будут эфиры Чат-рулетка, новые серии будут. Будем общаться и разоблачать грязную ложь Кремля. Так, давайте начнем уже с традиционного. А традиционное у нас это взрывы домов в Москве в 99 году. Как раз мы соберемся все и как раз подойдем к теме событий во Франции. Первое, что хотелось бы рассказать вот в нашем эфире, взрывы домов в 99 году. Эти взрывы, благодаря которым рейтинг Ельцина, который был 2%, взлетел до неимоверных высот. Он назначил своим преемником очередного премьера к тому времени Владимира Путина, который обещал замочить всех террористов, в частности, а точнее всех чеченцев в сортире. И после этого он возлагает венки на место. Короче, на место тех терактов на Каширке и Гурьянова. После этих взрывов русские устроили резню и убили от 160 до 180 тысяч граждан Чеченской Республики Ичкерия во Вторую русско-чеченскую войну. Стоит напомнить, что за две русско-чеченские войны русскими фашистами убито 300 тысячи граждан Чеченской Республики Ичкерия, среди которых 42 тысячи детей. Также не помешает напомнить, что 26 тысяч мужчин и женщин чеченской национальности незаконно были осуждены фашистским русским судом и отбывали от 10 лет и более наказания в русских концлагерях. Это огромная армия, 26 тысяч людей. И после этих взрывов русские избрали себе Путина, который готов был мочить чеченцев. С удовольствием русские сами это делали. Не Путин это делал русский народ и способствующие русскому народу разные другие национальности, которые ничем не лучше тех русских, которые творили беззаконие и геноцид. Вот эта война нашла свое отражение в заявлении, поданном в 2018 году 23 февраля. Эта дата тоже не случайна. В 1944 году 23 февраля был еще один геноцид в 20 веке, который русские устроили в 1944 году, отправив всех наших мужчин воевать на фронт.
Наших женщин, детей и стариков выслали в бескрайнюю Сибирь и Казахстан, где погибло огромное количество от 50 до 60% от граждан Чеченской Республики, чеченской и ингушской национальности. Заявление 23 февраля нашло в себе отражение именно этих взрывов домов, после которых последовал геноцид, акт агрессии, военные преступления и преступления против человечности, устроенные русскими террористами. Но вернемся к 1999 году и посмотрим, как Путин возлагает венки на место, где непосредственно только что произошел взрыв и убиты им и его ФСБ русские граждане Российской Федерации. Вот немного внимания. Человек в здравом рассудке. Я хочу напомнить, что это 99 год, сентябрь месяц, и вот здесь Путин на месте взрыва одного из домов в Москве. И смотрите, что говорит этот преступник. Мне кажется, никогда не может решиться на подобный поступок. Нормально. Живыми людьми, ни в чем не повинными. Ночью. Представьте. Абсолютно. Посмотрите на его лицо, посмотрите. И после этого кто-то верит еще в его сказки, да, кто-то рассказывает, что он вор, коррупционер. Кто-то, если говорит, что он вор и коррупционер, и не говорит, что он террорист и массовый убийца, то этот человек сожалеет, что он не в доле на кражу вот этого российского бюджета, российского госимущества. И они являются такими же, как он сам лично. У него не укладывается в голове. Невероятно. Невероятно. Это нечеловеческая жестокость. Да, совершенно верно. Этот человек, который непосредственно организовал вторую русско-чеченскую войну, он, Степашин, Патрушев, Шойгу, Ельцин, да, Ельцин тогда был президентом, это управляла кучка КГБ, организовала эти взрывы. И просто мы должны понять, что он должен... что мы должны противоставить, этому можно противопоставить только силой. Без этого нам не, просто нам не, государство не сохранить и людей не сохранить. Видите, не сохранить государство и людей, взорвав, вот стоит перед крестом, который поставлен в жертву, честь жертв, вот, убитых этим же человеком. Россия, какая же ты ничтожная, какая ты жалкая. Ты 20 лет этого человека терпела у своей власти. Только лишь из-за этого я бы не хотел быть в составе России. Больше, если ничего не брать в расчет, только лишь из-за этого. Я не могу жить с такими людьми в одной стране и называть их своими согражданами. На следующий день он огласит эту войну публично, своей знаменитой фразой про сортиры. И в сортире их замучат, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Как вы видите, человек неимоверную жестокость, нечеловеческую жестокость применяет против своих граждан, потом обвиняет в этом чеченский народ и идет с войной на чеченцев. К большому сожалению, весь мир промолчал, сделал вид, что так и есть, но ничего удивительного, что русские промолчали, которых он и взрывал. К большому сожалению, случилось то, что случилось. Но мы не отчаиваемся и продолжаем жить дальше, так как мы знаем наши цели и знаем, к чему мы идем. И поэтому ничего нас, никакая ложь, никакая нечеловеческая жестокость нас не удивляет. Мы уже привыкли к той нечеловеческой жестокости, которую проявляют русские. И мы будем продолжать в правовом русле добиваться наказания виновных и деоккупации нашей страны. Дальше хотелось бы начало одного тоже ролика, который новости на ОРТ от 13
сентября 99 года. Показать вам небольшой ролик, и тоже очень будет к месту. Что делать завтра будет? Это беда. Этот взрыв является... Этот человек является экспертом. Вот я хотел вам показать вот этого человека. Этот человек является экспертом-взрывотехником. Возможно, какой-нибудь ФСБшник. Посмотрите, что он говорит. тем классическим взрывом, который очень хорошо изучен. Очень хорошо. Очень хорошо изучен, может быть, у русского, у российского взрывника или какого-нибудь там биолога, кто он тут, химика. Может быть только то, что связано, преподается в русской литературе по специальным предметам. И взрывчатка закладывалась, вот этот эксперт говорит, по всем канонам, по всем буквам взрывного мастерства. Соответственно, конечно же, этого русского взрывного мастерства. Русские специалисты только могли. Или обученные русскими специалистами. Вот моя бригада, которая составит, покажет, где сколько было тротилу. То есть 100 килограмм другого. Как оценить мощность заряда, который... Мощность пока это будет более точно, но ошибаясь в 2 раза, но не больше, 2 раза. Могу сказать, минимум это где-то 120-130 килограммов, ну, тротила гексогена, максимум больше не требовалось вот для этих, порядка 250-300 килограмм. Больше не требовалось, чтобы это. Основное это очень классически, очень профессионально, а потому это сатанинские люди. Они знали, где его положить. Нервы людей, попавших в беду, напряжены до предела. Многие находятся в состоянии нервного взрыва. Сергей Степанов, Роман Мельник, Александр Кочетов. Ну вот, приблизительно та картина, которая проходила на тот период времени в Москве во время взрыва домов. И заканчивая эту тему, да, конечно, она будет каждый раз мной озвучиваться, каждый раз я буду привлекать к ней внимание. Заканчивая эту тему, непосредственно от 19 сентября 1999 года выпуск новостей НТВ, снос дома на Гурьянова. Вы можете здесь увидеть, на этих кадрах сможете увидеть жителей дома, которые пострадали. И непосредственного соучастника взрывов в 1999 году в Москве, нынешнего министра нападения Российской Федерации Сергея Кожугетовича Шойгу. Сергей Кожугетович получил звание Героя России. После этого он занимался сокрытием преступления, то есть разбором завалов. МЧС занималась на этом месте, и непосредственно лично постоянно на этом месте находился Сергей Шойгу. Давайте посмотрим, что говорят жители дома, ну и обсудим дальше. Вот даже сейчас не найдут вот Андрея Чернова. Жену вчера хоронили, жену похоронили на Кунцевском кладбище, а вот сына его именно не найдут. Таня и Лена Морозовы уже не верят в то, что им кто-то поможет. Они ищут сами. Пустующий рынок на улице Гурьянова. Здесь на площади в несколько гектаров лежат груды железобетона. Это то, что осталось после теракта от 4 и 5 подъездов дома номер 19. Сейчас сестры пытаются найти документы, подтверждающие, что в 4-м подъезде на 2-м этаже жила их мать. Сейчас я не могу доказать, что у меня мать в момент взрыва находилась в квартире тоже. Потому что ее не нашли. Как раз был эпицентр взрыва под квартирой. 2-й этаж, внизу подвал. Не подвал, магазин. Вот. И там я разговаривала со специалистами, говорит, вообще могло ничего не остаться. Молекулы в пыль. Даже хранить некого. Татьяна уже несколько лет живет в США. О том, что ее дома больше нет, она узнала из репортажа CNN. Бросила все и приехала, чтобы вытаскивать из-под обломков фотографии своих друзей. Дядя Сережа, Саша, Жанка. Очень много их фотографий нашли, а маму не нашли. И маминых фотографий не нашли. Одно свидетельство о рождении. Это Оля Минакова. Вместе учились. В одном классе учились. Она с 9-го, а мы вот со 2-го.
Без 10:04 сестры ушли смотреть, как взрывают их дом. Кнопку должны были нажать в 4 ровно. Но непредвиденная задержка. Поначалу была информация, что ждут Юрия Лужкова, но Сергей Шойгу эту информацию опроверг. Да, здесь стоит напомнить, да, момент, что как быстро, да, эти девочки не нашли даже фрагментов тел своей матери. Именно вот про одну из этих девушек я говорил в прошлом своем стриме, которая дала интервью. Здесь, конечно, об этом не говорится, но это уже через какое-то время она уже дала интервью и просила расследовать это дело и признавала виновных, подозревала виновных в этом теракте русские власти. Так вот, как быстро происходит зачистка вот этого всего. Видите, не прошло, вот прилетела дочка 2, 3, 4, 5 дней, и вместо того, чтобы досконально все это разобрать, сразу взрывается дом, зачищаются завалы и ставится памятник. Все. Нету все преступления, все следы преступления скрыты. Не, ну что вы, никого, мы вообще никого, мы вас не ждали, кстати сказать. Это удивительно, что вы тут собрались, так сказать, столько народу здесь. Это обычно нормальная работа, ничего тут особенного нет. После взрыва министр первым направился к обломкам 19-го дома. И, по всей видимости, работа подчиненных его удовлетворила. Министр пожал руки и уехал, не дожидаясь второго взрыва. Дом номер 17 был взорван через 2 часа. Первый дом, чтобы вы понимали, был взорван именно тот, который пострадал от террористического акта. Второй дом был взорван, вот который сейчас увидите на экране, который сейчас будет взорван. Он был взорван через какое-то время, так как он пострадал от взрыва, от взрывной волны. Этот дом, и он считался как бы уже аварийно опасным. Так вот, первый дом взрывают сразу же. Сразу же заметают следы. Это просто невероятно. По этому фильму, по этому теракту 99 года просто можно делать фильм, который будет супер захватывающий и интересный. Михаил Антонов, Геннадий Немых, Вячеслав Титов, Александр Стволин и Евгений Лагран. Михаил Антонов. Так, давайте перейдем к вашим вопросам. Сейчас, одну минутку. И приступим дальше к нашему общению. Так, Макс Гартнер, салам алейкум, Машвовель, основ, витаю, друзья, алейкум, салам, Макс Гартнер, Машвовель. Так, пойдемте дальше. Влад Тепих, алейкум салам, Массерга, салам, Маршал Душун. Так, Адам Грузинский, молодец, Арцуев, позитив очень заразен, как негатив, заряжай нас позитивом и оптимизмом. Мегарду, заметано, Адам. Александр, спасибо вам, Аслан, за правдивое освещение. Пожалуйста. Владимир Лещенко, да, деньги там зарабатывали, все это прекрасно понимают, политика, русские люди здесь ни при чем. А вот Владимир Лещенко, я с вами не согласен. Русские люди очень даже при чем. Знаете, в юриспруденции есть такое понятие, как преступное действие. А также есть еще такое понятие, как преступное бездействие. Так вот, это, во-первых, это можно назвать преступным бездействием, если ваша страна от имени вашего лица, от имени вас совершает геноцид и войну, убивает людей, то вы несете за это ответственность. Да? Может быть, не персональную, но как государство, как народ вы несете за это ответственность. Более того, да, это преступное бездействие, это так, смягчающие обстоятельства. Ну, здесь речь может идти только о преступном действии. Да, ведь геноцид творил не Путин с Патрушевым, непосредственно они не устраивали резню, не вырывали из животов женщин
детей нерожденных еще. Они не сжигали заживо людей, они не сжигали жену перед мужем, не сжигали отца перед своими детьми, не убивали 11 членов семьи на глазах у дочери, а отца сжигали, облив бензином. Такие истории я вам могу много рассказать. И именно с этими историями мы пришли в Европейский суд, мы пришли раньше, мы пришли в Международный уголовный суд в Гааге, который, как выяснилось, коррумпирован Россией. И именно поэтому не берет сход действия. Но мы будем продолжать. И нам все равно, каких усилий нам придется приложить для того, чтобы достигнуть справедливости, но мы будем продолжать и добьемся того, к чему мы идем. Полное наказание, название, обозначение преступников, виновных в геноциде чеченского народа, и деоккупация нашей страны. И русские люди, как вы их называете, а вы знаете, Владимир Лещенко, скажите мне одну такую вещь. Я называю русских фашистами. По большей части. Не всех, конечно. По большей части. И скажите мне, вот вы тут употребили слово «русские люди». Русские люди употребляют это слово по отношению к другим этносам. То есть словосочетание «люди» с национальностью. Чеченские люди, армянские люди, американские люди, украинские люди. Говорят так русские? Русский человек, русские люди? Нет, не говорят. А знаете, это попахивает уже таким традиционным фашизмом, национализмом. Когда вы обозначаете себя как людей, а других, ну просто чеченцы, просто там. И то хорошо есть чеченцы. Чечены, чурки, как вы там еще умеете называть всех остальных, хачики, хохлы, бульбаши, ну как еще, много у вас там есть, пиндосы. Поэтому, уважаемый Владимир Лещенко, я считаю, что виноват русский народ. И не только перед чеченским народом виноват русский народ. Он виноват перед грузинским народом, он виноват перед украинским народом, перед сирийским. И внутри России еще перед многими народами он виноват. Многие народы почему-то молчат, чему я не очень рад и не приветствую, но факт остается фактом. Русский народ виноват. Опять же, не весь, в подавляющем своем большинстве. Так, пойдемте дальше. Крымский АУ. Ассаламу алейкум, Асан. Привет, друже с украинского Крыма. ПТН, ПНХ. Слава Украине, слава Ичкерии. Ва алейкум салам, крымский. Героям слава. Владимир Лещенко, разве не русские взрывали эти дома? Разве не русские люди убивали чеченцев? Или это лично Путин делал? Говорит Рамзан Дудаев. Полностью поддерживаю Рамзана Дудаева. Ассаламу алейкум всем и каждому лично. Ва алейкум салам. Мне кажется, сейчас весь мир осознает, что сделал большую ошибку, промолчав тогда. Вилпесен культа, да, совершенно верно, он осознает. Но какая польза будет нам из этого? Вот надо исходить из чего. Ну, осознают, они будут бороться. Ну да, обижали каких-то чеченцев, да, устраивали резню. Не на жизнь, а на смерть. Вырезали все живое, включая женщин, детей, стариков. Уничтожалось сельскохозяйственные угодья, скот, животные, домашние животные, собачек, кошек. Убивалось все. Это было тотальное уничтожение. И что дальше скажем? Ну, западные лидеры скажут, да, но мы сожалеем. И все. Мы должны доказать, что они не только должны сожалеть, они должны нам всячески помочь восстановить справедливость. Мы требуем сатисфакции. Нужно полное восстановление справедливости. Полное ущемление прав чеченцев должно быть восстановлено. И восстановлено и как нынешнее наше положение, так и то, что произошло с нами. Те люди, которые лишились жизни, лишились основного права на жизнь. И мы перед этими людьми в долгу.
Поэтому, да, я согласен с тобой, что мир осознает, но тогда нам надо так, чтобы это не прошло так мимо. Так, пойдемте дальше. Владимир Лещенко. Да, разные национальности там были со стороны России. По приказу Путина, честно сказать, в то время я и сам верил, что чеченские боевики взрывали дома. Владимир Лещенко. Чеченских боевиков не существует, только в ваших программах по телевидению существует. Ну и мы, некоторые не очень понимающие, вот подхватывали этот термин, использовали, называли себя боевиками. А на самом деле боевик это вооруженный бандит. А вооруженные бандиты были только русские люди, приехавшие к нам на танках. Вот они были настоящими вооруженными бандитами. Поэтому они есть боевики, а мы нет. Мы защитники своей страны, свободы и своих принципов. Так, Владимир Лещенко, Рамзан Дудаев, разные национальности там были. Так, это уже было. Так, Файтер Израиль, миру плевать. Тогда было и сейчас плевать. Не занимайтесь самообманом. Надо рассчитывать только на себя и искать надежных и сильных союзников. Абсолютно с тобой согласен, Файтер Израиль. Абсолютно. Владимир Рабинович, провести такую сложнейшую операцию и не взять ответственность, не выдвинуть требования, ничего. Так теракты не делают. Чеченцев подставили 100%. Абсолютно 100%, Владимир Рабинович. Это очередная информация, 5 копеек в копилку того, что это сделали не мы. Провести такую масштабную операцию и не взять на себя, да, и даже не поймали ни одного чеченца даже. Так что все указывает на Кремль. Маждада, где чеченцы, когда чеченцы спасали стариков при пожаре, в Раша СМИ говорили, что это россияне. Про Дижон на России 24 сказали, что война из-за сферы влияния наркобизнеса между чеченцами и арабами. Да, абсолютно с тобой согласен. И мы сейчас об этом поговорим. И мы сейчас об этом, конечно же, поговорим. Так, начнем мы. Хотел вам показать русскую ленту новостей, но не стал. Покажу вам русскоязычный BBC и затрону отдельно русскоязычную редакцию Deutsche Welle, которая опять пригласила к себе Путинасоса и Кадырова Лиза Кристиана Освальда в качестве эксперта по чеченцам. Я задаю чеченцам вопрос. Пожалуйста, чеченцы, напишите там в комментариях. Вы знаете эксперта по чеченцам Кристиана Освальда? Что сделал этот эксперт? Кто с ним сталкивался? Какие-нибудь научные труды этого эксперта вы читали? Скажите, пожалуйста, чеченцы, Кристиан Освальд говорил с вами на чеченском языке? Владеет ли этот эксперт по чеченцам чеченским языком? Может ли человек, не владеющий элементарным языком, не говоря уже там, владеть там глубинным чеченским языком, или владеть юмором чеченским, или, не знаю, традициями какими-то глубинными, может ли человек, который поверхностно даже не знает чеченского языка, быть экспертом по чеченцам? Может ли? Я так не думаю. Но Deutsche Welle и Ost-West, они считают, это русская редакция, которая проповедует всегда античеченскую программу, всегда античеченская линия у них. Они всегда приглашают вот этого Кристиана Освальда. Там есть еще один такой русский у них, тоже эксперт. Ну, это как в нацистской Германии экспертом по евреям выступает немец. Нацист причем, который, может быть, шифруется, что он не нацист. Это приблизительно то же самое. Давайте посмотрим, что говорит BBC. Чеченцы и африканцы в Дижоне, из-за чего произошли беспорядки на востоке Франции. На улицах французского города Дижон 4 дня продолжались беспорядки из-за конфликта между выходцами из Чечни и Северной Африки. По словам полицейских, столкновения начались после того, как 10 июня в городе избили 16-летнего чеченца.
По данным ряда СМИ, к этому причастна группа наркоторговцев. В Дижон съехались представители чеченской диаспоры из разных стран ЕС. Из некоторых из них было оружие, у некоторых металлические прутья и биты. Если будет нужно проходить каждый день, мы будем приходить каждый день. Нам жаль, что мы беспокоим и пугаем людей. Но лучше быть напуганной, чем увидеть труп у стен своего дома. В Дижон направили дополнительные силы полиции, которые разогнали участников столкновений. Здесь, во Франции, правосудие совершает государство. Мы находимся в правовом государстве. Никто не может заниматься правосудием самостоятельно. Важно помнить об этом. Во время беспорядков пострадало не менее 10 человек. Жители Дижона обвиняют власти в бездействии. Все эти молодые люди в капюшонах с железными прутьями и оружием. Это впечатляюще, впечатляюще. Никогда не видела ничего подобного. Это беззаконие, когда людям позволяют бездействовать, исходя из мотива мести. Вот этот человек, если вы видите, этот человек представляет Францию. Скорее всего, это кто-то из алжирцев или албанцев. И он говорит, что из мотива мести не следует действовать. И в этом месте, в этом контексте, конечно, он прав. И мы, конечно, тоже будем об этом говорить. Avec des motivations, soi-disant un règlement de compte, ça tourne. Dijon, Nice, dans toute la France. Non mais on va où là? Прокурор Дижон начал расследование дела о покушении на убийство и подстрекательство к насилию. Так, теперь ко всем нашим товарищам, которые все-таки считают, что нужно решать, собравшись и ехать на эти мероприятия. Так вот, во-первых, вы знаете, что если вы едете на такие мероприятия, это, как тут сказал министр внутренних дел Франции, Франция правовое государство, и никто не позволит создавать отдельные ветви власти, да, силовые структуры, которые будут решать, кого нужно наказывать, а кого нет. Тем более вот таким масштабным способом. Поэтому все, кто туда поехал, и все, кто подстрекал к этому, соответственно, в WhatsApp, рассылая в рассылках по интернету, все эти люди, кто будет установлен следствием причастность человека к этому, те люди, конечно, понесут наказание. И мы неоднократно заявляли, мы просили, мы постоянно, я каждый день об этом призываю соблюдать закон. Не имеют права чеченцы собираться ехать и туда, чтобы выяснять отношения. Но это происходит, когда не работают власти. И когда полиция ведет себя соответствующим образом, да, когда полиция позволяет вести на своей территории. Так, в некоторых местах, в Дижоне, например, есть, как я слышу, есть места, куда полиция вообще не заезжает. Да, эти места вообще не трогаются, и там живут люди, как хотят жить, так и живут. Но нужно понимать, что это граждане Франции. Эти люди, так как мы, как мы по отношению к России, точно так же Франция была жестокой империей, много провела имперских войн, много этнических чисток было на руках французской армии. И эти люди являются уже в нескольких поколениях гражданами Франции, алжирцы, марокканцы, там другие люди, которые там проживают. И к ним устраивать самосуд, конечно, ни в коем случае нельзя. Да, конечно, нужно разбираться, кто наставил на мальчика 16-летнего пистолет. По моим данным, скорее всего, да, исходя из разной информации, которую мы получали и до этого, и во время этого инцидента, это провокация российских спецслужб, которая очередной раз проводится против чеченцев. Стоит напомнить здесь, что буквально несколько недель назад, чуть больше месяца назад,
одна провокаторша, русская провокаторша, Елена Кнор, начала оскорблять пророка Мухаммада, мир ему. Когда она в очень грубой форме оскорбляла, хотя до этого эта же Елена Кнор мне угрожала Кадыровым, что я позор там, мусульман, что я вот с евреями вышел на митинг, она мне говорила. Но через какое-то время ей не мешало уже и мусульман уже всех оскорблять, и пророка оскорблять и так далее. Это такая красная тряпка, на которую быстро должны отреагировать мусульмане, как только начинаются прямые выпады и оскорбления против там, Корана, пророка, но при всем при этом мы почему-то забываем, что не просто идут оскорбления Корана, там, книгу порвать, Коран порвать, оскорбить пророка, это большие нарушения, да, в исламском законе. Но в исламском законе самое ценное является человеческая жизнь. Так вот, кто-то может оскорбить кого-то, да, так просто болтануть ради провокации, может быть не ради провокации, а кто-то убивает на самом деле. Так вот, у нас убито 300 тысяч граждан. И мы проводили марш в прошлом году. Здесь, в Германии мы проводим митинги, в Австрии, во Франции. Почему-то туда не съезжаются эти люди. Так вот, вот эта Елена Кнор организовала вот эту провокацию. И после этой провокации было сразу же запущен такой флешмоб, где чеченец сказал, что надо ей вырвать язык и глаза, что ли, там, или уши отодрать, не помню. Это быстро было переведено на русский язык, чтобы для всех было, для немцев понятно, кто не владеет русским языком, и кто не владеет чеченским, владеет только русским, чтобы им тоже было понятно, о чем говорит этот чеченец. И благодаря тому нашему оперативному вмешательству мы смогли на корню пресечь. Все, больше не было попыток. И вот эта Елена Кнор, которая является подругой Тимура Дугазаева, как она там раньше об этом сообщала, знакомой Тимура Дугазаева и других там друзей посольства, да, Российской Федерации. Вот этот конфликт удалось исчерпать. Этот же конфликт, который, тот, который был в Германии, удалось в Кёльне. Она проживает, мы подали на нее заявление, ей занимается полиция. Я лично подал на нее заявление. Потом вот то же самое происходит, провокация происходит в Дижоне во Франции. И приезжают толпы людей. Я понимаю, чеченцы, что надо как-то где-то кого-то поставить на место, где-то как-то что-то решать. Но тогда, когда вы едете так решать этот вопрос, да, и вы не можете не решить этот вопрос правовым путем, законным путем, пожалуйста, не выкрикивайте «Аллаху Акбар», это не религиозная война, не говорите «Ичкерия», не говорите ничего, что связано с независимостью с нашей, связано с нашей государственной символикой. Это все не нужно трогать. Вы переступаете закон. И Ичкерия не является с вами заодно, когда переступаете в этот закон. Да, они переступили закон, да, нужно их наказать, но их нужно наказать в соответствии с законодательством страны проживания. Не имеете права вот так выходить. И вот вы теперь видите, чеченцы выставляют, группа, несколько десятков человек туда поехала. Из этого сделали, как будто было сотни, тысячи туда чеченцев приехало. Одновременно произошла провокация в Ницце. Через какое-то время, на второй или на третий день, то же самое произошло в Ницце. И против нас готовится сейчас, уже подготовлена большая информационная волна, которая, на минутку, будет сейчас на всех каналах и во всех вот этих правых националистических французских партиях преподноситься, как что вот неуправляемые чеченцы, которыми только вот Путин может справиться. Один французский политик договорился, по-моему, это мэр этого города, Дижона, по-моему, он сказал, что почему здесь живут чеченцы, почему они не едут в Россию, там демократия, пускай живут у себя.
Что я хочу этим сказать? Я, конечно же, понимаю негодование и недовольство чеченцев, которые не согласны жить там, где продают наркотики, там, где засовывают в рот пистолет и унижают наших детей. Но при всем при этом мы должны понимать, что вот сейчас приехала группа людей, которая наказала, и то не наказала, те разбежались. И никого как бы не застали, там несколько человек вроде побили, что не стоило ни в коем случае делать. И в итоге получилось, что теперь все, кто туда поехал, все их автомобили, на которых они туда поехали, их все это получило такой республиканский, государственный масштаб такой получило во Франции. Эти люди будут депортированы. Виновные в этих преступлениях, там если найдут, там установят, эти люди будут осуждены. Стоило ли ради этого устраивать вот такой хайп, вот такой кипиш? Возвращаясь вот к этой Елене Кнор, вот как только правильно поступили, в юридическом смысле мы поступили с Еленой Кнор, сразу же мной было подано заявление, сразу же мной было сделано видеообращение, где мы строго осудили, призвали всех чеченцев не поддаваться на провокации, ни в коем случае никого не бить, не оскорблять и не угрожать в интернет в комментариях, где тролли, платные, в том числе и не чеченцы, русские, садятся под никами чеченцев, пишут, что вот надо там устроить там войну, вырезать там это, сделать то, сделать все. Вот ко мне тогда, перед тем, как Елена Кнор сделала это обращение, поступила информация, что будет такая же ситуация в Германии и в целом в Европе, в Европейском Союзе. Вот теперь мы видим, в Германии нам удалось эскалацию этого конфликта предотвратить, да, но и это делалось, кстати, для АФД, да, альтернатива для Германии, АФД называется такая здесь, такая как Ле Пен во Франции, точно такая же здесь в Германии есть, все они кормятся с ГБшного бюджета, КГБшного, ГБ госбезопасность, ГБшного бюджета России. И вот мы видим, к чему сейчас пришло. И одновременно, как это все произошло, по всем русским средствам медиа распространяется информация. Такой есть пропагандист, которого почему-то чеченцы считают каким-то экспертом, Руслан Курбанов, который открыто называет себя россиянином, что вот мы там за какую-то кавказскую дружбу, там, и так далее, и так далее. Мы не можем быть, чеченцы, Курбанов это будет, там, кто-либо другой будет, мы не можем быть ни с кем в дружбе, кто является россиянином, пока у нас идет война. В дружбе имеется в виду в союзе каком-то. Если дагестанцы хотят быть с нами в союзе, они должны априори признавать, что мы независимое суверенное государство, а они стремящиеся выйти из этого государства. В противном случае они такие же россияне, как там другие, да, тот же Навальный, допустим. И этого Курбанова какой-то человек, молодой человек, дает ему интервью, что-то ему рассказывает. Они о чем-то договариваются. Курбанов собирается сейчас приехать во Францию. Он сейчас нам будет. Главное там, знаете, что сказать вовремя. Иншаллах, машаллах, субханаллах. Вот этот такой, все. Этот человек, он стопроцентный мусульманин. А вы знаете вообще, кто такой Курбанов? Чем занимается Курбанов? Почему Курбанов на российском главных каналах выступал? Почему он сейчас так открыто выступает за мусульман, его никто не трогает, хотя других дагестанцев только лишь за то, что они там молятся так, руки поставили так, или вот подняли так руки, или так, находят убитыми или искалеченными там где-то в овраге на окраине Махачкалы. Вы знаете, почему с этим Русланом Курбановым таким не происходит? А я знаю, я работал в этой сфере, я работал адвокатом. Так вот, я знаю, что стоит вам начать целенаправленно говорить о чем-то, что не соответствует имперской, фашистской линии партии России, то вы автоматически вылетаете из всех постов, всех должностей, которые вы занимаете. После этого к вам начинаются применять репрессии. Сперва мягче, потом вплоть до уничтожения. Полностью физического уничтожения.
Поэтому давайте, чеченцы, если у вас не хватает где-то там навыков, у нас есть Саидамин Ибрагимов, у нас есть правительство в лице Ахмеда Закаева, у нас есть Саидамин Ибрагимов. Вот эту ситуацию на сегодняшний день, которая сейчас возникла в Дижоне, лучше всего мог бы решить человек, проживающий в Франции, который знаком с высшими лицами Франции, Саидамин Ибрагимов. Но уже третий или четвертый день до Саид-Амина не доехала ни одна машина, чтобы отвезти его туда, в Дижон, и чтобы он занялся этим вопросом. Хотя ему многие звонили. Почему за 4 дня, за столько дней, почему вы не реагируете? Да, с палками, с дубинками выйти, сделали. А дальше что? Весь чеченский народ замаран. Мы теперь боремся за наркотические. Это все уйдет. Останется только, что чеченцы боролись за рынок сбыта наркотиков. И вы мне скажете, что чеченцы не занимаются этим, наркотиками. Валлахи занимаются. И там во Франции, я уверен, занимаются. Может не все, это, конечно же, рынок сбыта, может не шла там борьба. Но речь о том, что чеченцы этим не занимаются, это тоже неправда. Точно так же, как в Германии занимаются чеченцы наркотиками. Да, это мизер этот процент. Но этот мизер портит, вот всю рубашку пачкает, понимаете? Давайте сделаем по уму. Давайте делать так, вот я захотел, вот я выскочил, вот выскочили. Вот мне сейчас интересны те люди, которые призывали. Да, собирайтесь, давайте, приезжайте, мы сейчас накажем, видео снимают, клипы закидывают. Давайте, вот вы собрались, вот кто-то же голосовые отправлял, вы же отправляли. Давай объявись, этот человек, я собирал, я не являюсь российским агентом, я это сказал потому что, и понеси свою заслуженную наказание, ответственность, потому что это называется подстрекательство к насилию. Подстрекательство, это не только уголовная ответственность, но это еще и депортация, потому что в Европе принят закон. Даже если год условно, если вам здесь за правонарушение вам суд впаял, все, отказ предоставления убежища. Мы этого добиваемся. Мы этого хотим. Мы хотим, чтобы у нас не было никаких прав, чтобы мы там из-за каких-то бытовых конфликтов поднимали это до уровня государств и потом не решали это. Нет, так не делается. Все нужно делать в соответствии. Если это поднялось до уровня государства, это должно решать наше правительство. Это должен решать Саид-Амин Ибрагимов. И вы должны все, которые туда поехали, и еще кто не поехал, приходить на митинги Саид-Амина. И продолжить, если мы хотим закончить. А не так, я выскочил, сделал дело, и потом все оставил всему народу. Пускай весь народ расхлебывает. Так не делаются дела, уважаемые господа чеченцы. Так дела не делаются. Так. Давайте посмотрим. La Liberty. Шевченко жюкти агенту. Шевченко жюкти вац райский агенту. Самый настоящий райский агент у Шевченко. Так. Адам, соғым кеу я признаю независимой Чеченской Республики Ичкерия. Салам алейкум, Умке. Баркал. Так. Так. Assalamu alaikum, Aslan Vecelici İbrahim Kansiga. Wa alaikum salam.
Так. Муслима Султана. А почему Саид Амин не поехал сам, хотя он пешком может пойти, куда ему хочется? Вот сейчас набежали тролли. Муслима Султанова, если бы ты чуть-чуть имела бы уважение к возрасту и не говорила бы такие вещи, можно было бы тебе ответить. Так. Азерк Морфиск. Аслан, ты вместо того, чтобы нас защищать, а что я еще делаю, как не защищаю? Кого вас защищать? Ты Азерк, ты кто? Морфиск. Азерк Морфиск, ты кто? Вот ты мне объясни, ты кто? Ты можешь выйти на связь? Я тебе сейчас дам свой телефон, номер. Ты можешь со мной сейчас выйти на связь? Давай в эфире поговорим об этом. Давай. Мой телефон я здесь постоянно оставляю. Давай позвони. Вас защищать. Кого? Это те, кто поехали туда? Я, конечно, категорически против того, чтобы там творился беспредел. Я категорически против также того, чтобы мы устраивали самосуд на улицах Франции. И никто не говорит, что чеченцы должны быть в проигрыше, чеченцев должны где-то там унизить, там, и они должны успокоиться. Ни в коем случае. Но мы ни в коем случае не должны вот так себя вести. Давай выйди на связь. Давай, если ты не тролль, если ты реально действующий человек, кого ты представляешь, ты говоришь, вместо того, чтобы вас защищать, кого? Ты, вас, кого ты имеешь? Я защищаю чеченцев, права чеченцев я защищаю. И вот я сейчас в данный момент защищаю права чеченцев. Ты кто? Выйди на связь. Вот мой номер телефона, я тебе сейчас напишу. Выйди на связь и скажи мне, что где я тебя не защитил. Ты хочешь сказать, чтобы я поддерживал тех, кто идет громить и творить самосуд? Нет, я этого поддерживаю, я этого делать не буду. Но я поддерживаю чеченцев, которые сейчас будут депортировать, против которых Россия сейчас будет использовать свои вот эти методы. Вот смотри, я пишу тебе свой телефон. Набери мне WhatsApp. Вот я тебе отправил. Набери мне WhatsApp, набери прямо сейчас. Давай поговорим. Кто это вас, ты мне скажешь заодно. Кого это вас я обвиняю? Я обвиняю тех, кто их позвал туда. Я обвиняю тех, кто это организовал. Я обвиняю тех, кто сейчас способствует пропаганде. Ибрагим Концигов. Я, Ингуш, мои права не защитишь, Асна? Защищу, конечно. Какая мне разница, чьи права защищать? Я правозащитник. Просто он говорит, что это я тут и их. Им нужно выставить меня атеистом, врагом чеченского народа. Кто там я еще? Еще они там про меня придумывают. Здесь работает агентура. С бородами они, без бород они. Здесь работает на территории вот этой Европы работает агентура. Мы должны что-то делать по этому поводу. Вот сейчас ко мне вышел на связь. Нет, это не он. Это не он. Так, пойдемте дальше. Мы должны из этой ситуации, смотрите сейчас, как это поворачивается ситуация. Сейчас хороший, плохой, виновен, невиновен, следствие установит. Сейчас нам нужно из этой ситуации сделать себе профит. Мы должны сделать из этого выгоду, из этой сложившейся ситуации. Мы должны показать себя законопослушными, добросовестными, добропорядочными гражданами Франции и европейских стран. Во-первых, это будет очень хороший пример. На нас давно не говорили на таком государственном уровне во Франции. Ну, давайте сделаем так, чтобы сейчас о нас заговорили. Решить это можно только при помощи, грамотно решить. Не вот этими отдельными какими-то там
протестами, где-то там интервью, которые даете. Давайте интервью, распространяйте информацию. Теперь давайте действовать сообща единым фронтом. Есть у нас Саид Амин Ибрагимов, президент Международной ассоциации в мире права человека, живет во Франции. 800 километров, 700 километров, я не знаю, от Ниццы, и там недалеко, поближе чуть-чуть от этого Дижона. Мы должны всячески сделать так, чтобы эта ситуация не осталась на нас, это пятно. И это должно связано быть не с тем, что вот мы сейчас там где-то раздельно. Мы каждый по отдельности, если мы народ, если мы граждане, не просто отдельные представители. Так, у меня опять проблемы с эфиром. Опять пришлось переключиться. Ну, ничего. Да, Евгений, опять лейтенант Скобку подрезал. Да, дедосят, как обычно, дедосят. Ну, значит, мы работаем в правильном направлении. Так, давайте сейчас, к чему мы пришли? К чему мы пришли, что сейчас произошло? Сейчас ситуация у нас возникла, ну, острая, скажем так, острая, критическая ситуация, которую нужно с минимальными потерями выйти из этой ситуации. Для этого нам нужно прибегнуть к политикам, к журналистам и к правозащитникам. Для этого мы должны в первую очередь провести между собой работу. Мы должны сперва между собой собраться и провести большую работу. В том числе те люди, которые проживают во Франции. Я смотрел многие видео, которые очень сильно, очень грамотно расставляют акценты. Некоторые люди, которые там давали интервью. Но некоторые, конечно, очень неправильно себя показывали. Это, я не знаю, с какой целью это делается. Может быть, это недальновидность или, может быть, там злой умысел. Но при всем при этом большая часть интервью, которое давалось очень верно. В первую очередь то, что расставляется акцент, что никаких там североафриканцев и чеченцев, что это наркодилеры, да, не имеют никакого отношения ни к национальности, ни к расе, ни к вероисповеданию. Это чистой воды бытовой конфликт. Так, что мы можем сказать? Я хотел вам еще показать видео. Смотрите, к чему сейчас это все приводится. Смотрите, дальше что будет. Четвертый вечер подряд северо-восточный район Дижон и Грызи стал ареной массовых беспорядков. На этот раз наступлением темноты на улицы вышла местная молодежь, вооруженная битами и кусками арматуры. Очень скоро обстановка накалилась. Были разбиты камеры видеонаблюдения, подожжены мусорные баки. Вот, видите, продолжение. Чеченцы уехали. Несколько десятков человек приехали и уехали. И вот смотрите, из этого какой поднимается ажиотаж. Из этого поднимается ажиотаж, и вот сейчас получается, что вот мы во всем виноваты. Все сделали чеченцы. Но после того, как они уехали, через 2 дня они уехали, 2 дня побыли, никого не нашли там и уехали. Вот после этого начались эти беспорядки. Уже тогда объединяются уже арабы, их там начинают поднимать. И у меня вопрос вот этой арабской диаспоре. Не она ли спровоцировала, специально зная, что если сейчас кому-то вот засунуть в рот пистолет, снять это на видео, унижать его, не зная, что будет ответная реакция, не специально ли это сделано? Вот французские власти и мы, правозащитники, в первую очередь здесь должны начать расследование именно в этом направлении. Кто организовал нападение на этого молодого человека? Ну и, конечно же, кто потом созывал вот этих всех людей? Снимавших происходящее журналистов совершено нападение. Как позже объяснили в полиции, таким образом жители Грызи, в основном выходцы из стран Магриба, протестовали против 3 рейдов чеченской диаспоры с пятницы по воскресенье. Как уточнил прокурор Дижона, выходцы из Чечни, проживающие во Франции, приехали сюда, чтобы отомстить за нападение на 16-летнего чеченца, совершенное в минувшую пятницу местными дилерами.
Покушение на общественный порядок и акты устрашения неприемлемы, заявил в Твиттере министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Он пообещал, что ответ будет жестким. В понедельник вечером в Грызии были развернуты жандармы, полицейский спецназ, отряд полиции особого назначения. К 22 часам в городе снова воцарился покой. 4 участников беспорядков были задержаны. 4 были задержаны, и что обязательно будет ответ. Очень жесткий будет ответ, говорит. Ну, вот исходите из того, что мы вот сообщаем. Давайте, если совершать вот такие акты, кто-то решил совершить этот акт, оно будет совершаться не от чеченского имени, не от чеченского правительства, не от мусульман. Совершаешь, пожалуйста, действуй. Ну, неси тогда заслуженную ответственность тогда. Давайте так. Когда Басаев пошел в Буденновск, он не говорил, что это сделал Дудаев по приказу Дудаева, он сделал, что это вот там. Он говорил, я просто свою месть делаю, все, я несу всю ответственность. Ну, тот, кто вот организовал их сейчас нет. Но есть и другая точка зрения. Отношение как разных людей, жителей Франции, граждан Франции, которые приветствуют, что вот наркодилеры были наказаны, и что обвиняют полицию в попустительстве, в невыполнении своих прямых должностных обязательств, которые полиция должна наводить порядок и соблюдать закон. И чтобы на улицах соблюдалась законность. Но вот получилось то, что получилось. В связи с этим еще хотелось бы напомнить. У нас есть совет старейшин. Каной Кайхам, Нохчи Каной Кайхам, Буар. Вот Ахмед Дакудаев, 2 его товарища сегодня сделали обращение, или вчера они это сделали обращение, по поводу вот этих событий. Конечно же, они призывают соблюдать закон на чеченском языке, поэтому я вам показывать все это не буду. На чеченском языке соблюдать закон и находиться в рамках закона и, конечно же, не переходить никогда дозволенного. Что, в принципе, мы целиком полностью поддерживаем. У нас есть совет старейшин, у нас есть правительство. Мы должны научиться как-то начать уважать наши органы власти. Но если человек не уважает органы власти, если он не признает, ни правительство не признает, ни свое, ни французское, там еще как-то, ну тогда у меня больше вопросов к этим людям нет. Да, этот человек здесь не признают. А если признают, надо делать все в соответствии с том, что говорит наше правительство. Вот я хотел показать и сообщение, видео, которое меня возмутило на самом деле. Из всего, что там было, меня возмутило вот наше отношение к этому действию. Об этом говорит человек, я не знаю, как зовут этого человека, может сейчас в видео его имя объявится. Вот этот человек, он на радио Маршо дал интервью, и вот радио Маршо выложила. И тут он говорит, я даже не хочу на самом деле повторять то, что показывать этот весь ролик, который он говорит. Он говорит, что мы подъехали к Дижону, и там стояли полицейские, мы сказали, или мы устроим беспорядки, или вы нас запустите. Ну давайте, чтобы не получилось, что... Я это объяснил этому жандарму. А это его зовут Мухаммад Тимиргириев, старейшина этого города, видимо. И вот послушайте, что говорит старейшина. Я сказал, или вы отходите, или вы уходите, вы нам открываете дорогу, или будут беспорядки. Он сказал, хорошо тогда, у вас есть время, наведите порядок, пожалуйста, чтобы беспорядков не было, не ломайте. Я ему сказал, все порядочно, каждый ответит, кто избил этого пацана. У нас проблемы только с ними. Есть и наркоторговцы, в основном есть там наркоторговцы, ну, у нас нет никакой связи с ними. Наша цель
совершенно другая. Мы не хотим, чтобы они трогали наших детей, потому что мы приехали сюда для мирного проживания, для дальнейшего существования. Мы разгромили 2 точки. Если бы нам эти точки нужны были бы, мы бы их не громили бы, мы бы их сохранили бы. Мы разгромили эту точку, мы разгромили тех людей, которые продают эти наркотики. И все. И все. Полицейскому, Мухаммад говорит полицейскому, если вы нас не пустите, мы устроим беспорядки. Полицейские пропускают, говорит, ну давайте, чтобы не обострять. Они громят, избивают. Это нельзя делать. Это нельзя делать, чеченцы, кто бы там, что бы там ни случилось, так нельзя делать. O televizorcu o ahir idīcam išēt, idīšķelā idīcam išēt televizorcu o ahir. Сунамца, я не знаю, как так. Человек, по всей видимости, уважаемый человек, там, он был, там непосредственно присутствовал. У меня просто нет слов. Вот это видео я смотрел, у меня нет слов. Мы там наказали, не могут наказывать чеченцы. Не могут. Это называется суд Линча. Это самосуд. Это незаконно. Вы не можете так поступить. Если же над вами совершено, то вы моментально что-то предпринимаете. Все, на этом это должно закончиться. И вы несете ответственность за то, что вы совершили против этих людей. Даже если они убили вашего человека. Мы не можем это ни в коем случае поддерживать. И заявляю, что вот мы там разгромили 2 точки, и вот мы это сделали. Ну, понятно. Короче, вот такая вот ситуация. Давайте посмотрим ваши комментарии, о чем вы пишете, послушаем. Так, очень интересно, конечно, события развиваются. Каждый чеченец считает, что он все знает, что он должен сам тут управлять, все тут он... И никакой гарантии, никакого соблюдения закона, никаких правил нет. Ни чеченских, ни мусульманских, ни этих. Нужно, где нужно, там, мы соблюдаем мусульманские традиции. Где нужно, мы соблюдаем там французские законы. А где нужно, мы там не соблюдаем мусульманские, не соблюдаем французские. Ну как так? Так, давайте поговорим с вами. Влад Тепе, первые виновники в этом конфликте это мэр и комиссар полиции этого города. Я не спорю, конечно, абсолютно я согласен, что если до того уровня уже доходит, то и мэр виновен, и полиция виновна. Ну давайте мы тогда сделаем так, если виновен мэр, виновны наркокурьеры, давайте есть специальные механизмы борьбы с этим. Если мы можем собрать 10, 20, 30 человек на какие-то акции, давайте 10, 20, 30 человек соберется перед зданием мэрии и простоит месяц, поставит палатку, как Саид Амин Ибрагимов ставил. И давайте бороться такими способами. Ну, вы вот сиюминутно можете наказать 2 каких-нибудь наркоторговцев, и на всех потом будет проблема распространяться. Вот о чем речь. Так. Знанию марша, говорит Виктория В. Да, знанию это марша, вот только вот вопрос, нужно ли кому-то вот это маршу и это знание, вот уже у меня закладывается.
Так, если с тобой случится такое, побежишь за помощью, говорит. У меня, например, проблема, да, если, наверное, если ты мне обращаешься, нет, да, тебя тут зовут. У меня проблема намного весомее, чем какие-нибудь два барыги, которые могут там побить. Меня уже заказывали, да, за меня сотни тысяч евро заплатили, чтобы меня уничтожить физически. И я не бегу, я не собираю перед своим домом толпы людей и не призываю там идти громить российское посольство. Я применяю другие методы. Поэтому я сам решаю свои проблемы. И я вообще не считаю правильным вот так собираться и нестись. Да, если вы где-то в России будете, пожалуйста, я вам слова не скажу. Но здесь вы не можете так себя вести. А если кто-то так себя повел, то нужно из этой ситуации выйти с минимальными потерями. Вот в чем вопрос. Никто не говорит, что мы должны где-то уступить, где-то мы должны проиграть там и так далее. Ни в коем случае мы не должны нигде уступать. Мы не должны нигде проигрывать, если мы правы. И если только мы правы, мы должны ввязываться в какие-нибудь конфликты. Только если мы правы. А соответственно, если ты прав, надо до конца бороться. Давайте бороться. А не так вот, выскочили там, побили и все. И из этого сделали... Вот посмотрите, я абсолютно убежден, что за этим стоят российские спецслужбы. В первую очередь именно потому, что этот конфликт на всех средствах массовой информации русских начал распространяться. И вот этот Руслан Курбанов, кремлевский пропагандист, который там машалла, иншалла вам говорит два слова и дурит. И все верят ему, интервью дают. Кто такой вообще? Это россиянин вообще. Почему вы даете какого-то россиянину, который два раза машалла сказал, это там такой уважаемый человек, что ли? Я просто не понимаю, чеченцы, к чему мы хотим прийти. Мы свое правительство не признаем, свое ничего не признаем. Какой-то непонятный бардак просто. Сейчас из этой ситуации можно выйти с минимальными потерями, если мы сделаем все по уму. Если мы сделаем юридически все грамотно, расставим акценты, покажем, где мы были правы и где мы были, признаем, где мы были неправы. И у нас есть все шансы это сделать. И чтобы Мари Ле Пен, которая сейчас на этом делает себе очки, не делала себе на этом очки. Вы знаете, что несколько лет назад, когда здесь в Германии взорвали футбольную команду Дортмунд-Боруссия, и русский террорист Сергей взорвал и представился исламским там радикалом, то именно в это время вот эта футбольная команда Дортмунд-Боруссия должна была играть во Францию, она должна была погибнуть и не выступить, а должен был быть чемпионат, какое-то там соревнование по футболу. И там должна была выступить Мари Ле Пен и начать свою речь, как исламские радикалы так все плохо делают. Они устраивают провокации. Мы ведемся на эти провокации. Но раз мы можем использовать это в свою сторону, во-вторых, даже если мы понесем в этом потери, с минимальными потерями выйти из этой ситуации. Вот что мы можем сделать. Но я пока не вижу этого направления. Тот, кто не знает, как это делать, оставьте тем, кто знает. Отойдите в сторону. Не надо вот всем пытаться сейчас. Сейчас получится то, что вот тот, кто туда поехал, он пострадает. И все. И все. И больше ничего не будет. Будут депортировать французов, чеченцев с Франции. И пострадают те, кто туда поехали. Или Мари Ле Пен сделает себе очки и так далее, и так далее. А мы так где-то там окажемся. Попользуются, грубо говоря, нами получится. Попользуются. Отец этого парня дал интервью БМТ, в котором он простил виновных в нападении и призвал к миру.
Ну, он сейчас, конечно, чтобы не обострять эту ситуацию, он именно это и должен сказать. А что он еще сделает? Наверное, он не ожидал, что из-за этого конфликта так сильно это все разрастется. Питер Воля, почему Маша Радио это показывает? Я не знаю, почему Маша Радио это показывает. Маша Радио, если честно, не знаю почему. Так, Адам Адамс, Али Аслам, поговори с нами. Все, Адам, говорю с вами. Так. Адам Зеде, Аслан, чеш вахи, ты плюнь на все, чеш по златочке ревали. Так. Аслан, надо получить поддержку от жителей Дижона и других французов, которые расскажут о беспределе этих бары. Абсолютно с тобой согласен, Адам. Это очень конструктивно. Это очень конструктивно. Но для этого должны все задействоваться. Для этого у нас должен быть механизм. Мы должны строго отдавать команды, и чтобы туда не влезли разные провокаторы, которые от себятину будут нам пороть и мешать нам это. Надо четко организоваться и делать, конечно. Хамзат Ипая, печально, что у нас до сих пор не выработана культура протеста. Да, это точно. Вильбесен говорит, Аслан, планируется ли какой-то ответ на это все? Митинг, к примеру. Я не знаю, митинг, я, например, не знаю. Я бы сейчас в первую очередь что сделал бы, обращаюсь к тем, кто сейчас живет в этом Дижоне, во Франции. Сейчас срочно обратиться к Сейд Амину. Он уже 2 дня или уже 2-й день сидит на чемоданах, как он говорит, уже он должен выехать туда. Но никто сейчас пока не уезжает к нему туда. К большому сожалению. И сперва нужно писать бумаги и встречаться с разными людьми, проводить конференции, пресс-конференции. И это должны делать люди, кто знает, а не вот дилетанты, которые ничего не знают об этом и сейчас попробуют на этом пропиариться. Это должны сделать профессионалы. Быстро разобраться с минимальными потерями, выйти из этой ситуации мы сможем. Айду Давлетук. Странно, что чеченцы готовы устраивать порядок везде, кроме своей республики на территории Российской Федерации. Да, Бададича. На своей территории нам, правда, не дали ничего устроить. Так. Кемал Элдис, послушайте все, Аслан, он абсолютно прав. Вы вредите сами себе, попадаетесь на удочку, расставленную Путиным и его псами. Так, как Аслан, нет никакого механизма. Кто сильнее, тот и прав. Ночью показали этим бандитам и другим, что нельзя просто так избивать нас. Вот как найти? Ты вроде у нас государственник. Вроде бы ты у нас вроде все понимаешь. Но показали им, да, показали. Бандитам показали. Но посмотрите, какой сейчас пиар из этого делается. Посмотрите, что из этого делается. Это разве это нормально? Я просто не понимаю, как. Ну, показали, мы бандитов побили. Но для этого не нужно было там привлекать сотни людей. Шинхасаги гехтлушет сане дао. Кидина вождина. Это же такой национальный конфликт раздули. И вы видите, как это раздувается. Мы идем как по минному полю, как по льду мы идем. На весеннем льду мы идем. Понимаете? В любой момент он трескается и ломается. Вот мы идем по такому льду. Потому что вокруг нас сотни взоров и 1000 провокаторов сидят, которые будут все делать, чтобы нас раскачать. И вот сейчас Мари Ле Пен сделает из этого себе пиар-компанию целую. Вышлют чеченцев оттуда. Давайте итог смотреть. Шини не иттан бо куду.
Ну и Таншинин, да, побили двоих. Дальше что? Так мы государство не построим, господа. Так, чеченский след, рязанский сахар. Уверен, что виновные и так понесли бы наказание в суде. Адам, ты прав. Только все свидетельства нужно собрать юридически верно. Свидетель ID готов подтвердить, что происходило и до этих событий. Абсолютно согласен. Здесь нужно провести полноценное адвокатское расследование. Опросить массу людей, собрать массу доказательств и готовиться к суду. И на каждый шаг, который будет Министерство внутренних дел Франции предъявлять, журналисты разные реагировать. Не просто так, здесь нужно создать в первую очередь инициативную группу, координационную группу, которая будет координировать. Нужно собрать людей, которые будут. Это вот возвращаясь к нашему гражданскому обществу. Мы должны вот сейчас на этом опыте потихоньку формировать. Но перед этим мы должны сперва обратиться к уважаемым людям во Франции, в первую очередь. Собрать наших лучших людей, лучших умов. Марат, прислушайтесь, ведь была возможность давить на власть без криминала, и дальше можно давить и участием привлекать. Другого выбора нет. Никакие вот эти силовые акции ничего нам не сделают. Никакой пользы они нам не принесут, кроме нас отодвинут назад. Как вы этого не понимаете, тот, кто не понимает? Я не спорю с тобой, Аслан. Ты, конечно, прав. Но случилось, что случилось. Надо выйти из этой ситуации и более или менее выгодном варианте. Абсолютно с тобой согласен, Влад. Я именно об этом и говорю. Сейчас я 3 дня наблюдаю за этой картиной. И не собирался сегодня даже выходить в эфир, потому что думал, у меня другие дела будут, и я просто займусь свободно другими делами. Но эти 3 дня, то, что я с Айдамином Ибрагимом разговариваю, там, с людьми там, с Франции разговариваю, мне присылают видео, фото, голосовые, аудио. Я все это анализирую, представляю, я вспоминаю ситуацию с Еленой Кнор. Вот сейчас во Франции будут выборы, готовятся сейчас к этой ситуации. Елена Кнор здесь готовила, вот для АФД нужно было показать. И еще раз будет, на этом это не закончится. На этом это не закончится. Опять будет то же самое. Опять будут провокации. Опять нас, зная наш менталитет, нас будут звать. Меня тут убивают. Быстро собираемся. Нет. Так мы не сможем ничего добиться. Мы так себя отбрасываем. Мы ставим себя на уровень этих наркокурьеров. Если мы начинаем с ними так разговаривать. Мы должны по-другому решать этот вопрос. Так, Вольга, завтра все забудут, зря паритесь. Попробуйте в Германии такое устроить, сварыга. Сразу запакуют и вражку. Але Рамзан профит. Может, в Голландию поедем, точки громить, так как там еще все легально. Так. Хамзат Ибаев, у Аслана проблемы с хозяевами этих троллей, которые пытаются уязвить Аслана. Ну, у них не получится меня уязвить, Хамзат. Маржада Иван, российское посольство громить и ялак эзик хирбу, агенты сами с собой останутся. Бадуке. Давайте, чеченцы, громить российское посольство. Сейчас это получится как призыв, да, мой, к действию. Зачем же барыг бедных терроризировать? Давай сразу тот, кто их организовывает. Хамзат Гила, Аслан, дик хит хо, ишкери, цебер, дик дат,
Зихилер бин киум хирдахцуна. Вот об этом и речь, Амзат. Чеченский взгляд Рязанский сар. После того, как чеченцы спасли старика из пожара во Франции, нужно было очернить. Да-да, кстати говоря, это сейчас в тему. Такой зачет сделать, да? Адам, Руслан Курбана Аудалу и козел просто, который мосты наладить хочет. Ник Ников разделяет точку зрения о Курбанове. Волю Ганс, тот человек, который чеченцев на это позвал, на нем лежит вина и смерти всех людей. Кадыровский агент он. А ты знаешь, кто он? Может, не кадыровский агент. У меня тоже была такая ситуация, тоже провокация идет. И я уже убежден, что этот человек 100% кадыровский агент. Но потом выясняется, что он не агент, а просто наивный человек. Потом сам он мне говорит, я колхозник, да, меня развели. Сейчас век хабарцу. Сун и умшцаха, со иштиирухцарсу, колхозник, ухсо, бохцусы. И целый там хай поднимался. Хорошо сбили тогда волну вовремя. Так, Владимир Рабинович, чеченцы не всегда нужно показывать мышцы. Вы так. Максимум по делу сужу. Так, надо провести митинг вместе с жителем Дижена. Хорошая идея, Питер Вольф. Но только эти идеи должны оставаться не просто идеями. Мы их должны реализовывать. Недостаточно их просто сказать. Друзья. Сейчас на митинг Амаждада Иба. Так, Маждада Ибн, сейчас на митинге игиловцы из Бартмаша с криками «Такбир» поставят жирную точку, говорит Машбаш. Маждада. Так. Так, Владимир Ильич, говорят, добро должно быть с кулаками. Вместо этого, чтобы ввязываться в драку, лучше разнимите дерущихся. Да, Владимир Рабинович, добро должно быть с кулаками, но эти кулаки должны быть в законе, в рамках закона. Это очень важно. Так. Адам Грузинский. Цель Москвы дискредитировать чеченцев, живущих на Западе и в Европе, последующей целью депортировать их обратно в Чечню и там покончить с ними руками академика, чтобы Путин не стоял в Гааге. Да, это точно. Ну, сейчас начнутся массовые гонения на чеченцев. В Германии они были кое-как, с Божьей помощью, как-то это что-то утихло, чтобы не сглазить. Сейчас начнется это все в Европе, во Франции. К большому сожалению, да, ожидается. Русские шпионы чувствуют себя отлично. Ценума Элла, тебя агенты, прикрывшиеся религией, заклюют, говорит Адам Цетер. Так, Шулдамаг, Аслан, ты сам себе противоречишь. То ты противоречишь, что ты призываешь на митинги, то осуждаешь за то же. Нет, Шуля, ты меня не понял. Я призываю на митинги, я просто призываю за то, чтобы это делать грамотно. Между прочим, если ты помнишь, был такой митинг, организованный провокаторами ГРУшными против администрации Меркель, здания. Я этот митинг тоже не приветствовал, я тебе скажу. Поэтому митинги, конечно, нужно проводить, но они должны быть полезными и целенаправленно в нужном русле организованные. И они должны сопровождаться обязательно с требованиями, с юридическими, изложенными на бумаге требованиями. Они просто вышли, постояли, разошлись.
Александр Шувалов. Привет, ребята, вам от украинцев. Чеченцы, будьте благоразумны. Вам нужно действовать очень аккуратно и осторожно. Аслан прав. Спасибо, Александр. Так, посмотрим, что говорит Reality French English. Машволь, Аслан. Ты прав, Аслан. Почему-то эти события произошли там, где чеченцы довольно хорошо устроились. В Тулузе, Ницце. Живут большое количество хорошо интегрировавшихся чеченцев. Дейлер Салам Маршал, Хуйл French English. Вот, господа, давайте распространять вот информацию, привлекать внимание. Так, давайте дальше. Влад Тепи, использовать темную на языке спецслужб. Да, совершенно верно. Адам Грузинский, Аслан, Арцую сна не хватает тебе, побольше сна ваша. Мегарду. Дебора, а сам почему сам не возьмешься за это? Я готов помогать всячески. Но там есть Саид Амин, я с ним разговариваю. Саид Амин уже этим делом занимается. Он еще не выехал. Если не найдется, кто там займется этим, мне просто до Ниццы ехать 1500 километров. И у меня здесь пока важные дела. Но я выйду в любой момент, если нужно, поеду и в Ниццу, и куда надо. Пока я жду команды от Саида Амина Ибрагимова. Так, Аслан Лорс. Пусть молодежь идет учиться, тогда и времени не будет их встретить. Им не избоа, Аслан. Reality French English. Теперь эти арабские барыги пытаются спровоцировать войну между чеченцами и арабами. И это будет усугубляться. И это будет дальше продолжаться. Потому что, как мы знаем, в арабском мире у русских очень хорошо там все настроено. Это Ливия, это Сирия и другие арабские страны, где агентура огромном... А наркотики, да, агентура в огромном количестве у русских. А наркотики это основная статья дохода КГБ, ГРУ, СВР, которые орудуют здесь в Европе. Поэтому чеченцы, грубо говоря, наступили на хвост источнику дохода гибни. Анзор Рено. Полезные идиоты, термин из КГБ. Ну да, это у КГБ он тоже был, но это такой распространенный термин, считается, полезные идиоты. Елена Орлова. Они и добиваются, чтобы вас всех депортировали, от того и все провокации. Привет, Елена, да, совершенно верно. Владимир Рабинович только по закону. Адам Цетер. От Динчур ФСБ удостоверение хельч. Вахлуруй вахабистчик. Можешь сделать, а то каждый день выносит такфир. Надоело, тут ксиву показала и дальше. Как найти, Аслан, в чем неправильный будущий митинг в субботу в Париже? Я не сказал, что в субботу митинг в субботу в Париже неправильный. Я сказал, что нужно делать не просто митинги, а целенаправленно сейчас работать. Не просто выйти, там, сказать что-то и забыть. Здесь нужно огромное количество работы провести. И она должна быть скоординированная, сообща. И этим должны заниматься, организовывать люди такого уровня, как Саид Амин Ибрагимов. А то, что будет в Париже митинг, я не знал. Может, я где-то видел, здесь я у себя в ленте, может, видел в Фейсбуке. Но я не помню точно тебе сказать. Ну, то, что митинги будут, это понятно. Это хорошо.
И Ибрагим Алхан, я по своему личному опыту, в силу своей работы, знаю, что по правопорядку Германии и Франции разные государства. Ты живешь в Германия на несколько порядков выше. Может быть, я не знаю, как во Франции на самом деле, я не знаю, как там стоят дела, конечно. Я не спорю. Но, опять же, в правовом государстве мы должны действовать в рамках закона. Выписен культа. Надо как-то срочно пресс-конференцию устроить, чтобы уладить это в правовом поле. Ну и попутно высказаться по поводу плохой работы полиции. Хотелось бы, чтобы в нашей Европе жили в спокойствии. Я полностью с тобой согласен. Фриман антипутинизм. Главная проблема чеченцев в том, что политически безграмотные люди берутся решать глобальные проблемы. И, как всегда, этим пользуются враги этого народа. Полностью с тобой согласен. Так, мы уже много говорим. Так, Ичкерия Форева. В Австрии Единая Россия тоже пытается спровоцировать чеченцев к агрессии. Кстати, еще раз предупреждаем, я сейчас заканчиваю тогда свой стрим. Мы будем наблюдать за этим, мы будем работать над этим. Сайдамин этим уже занимается. Это будет продолжаться. Это будет продолжаться. Это будет и в Германии, это будет во Франции, это будет в Австрии, как вот сейчас Ичкерия Форева нам сообщает, и в других странах это будет, где у России есть свои партии, своя агентура. Это будет продолжаться. Поэтому мы должны делать все в рамках закона, в соответствии с нашими законами, с действующим законодательством страны проживания. И, конечно, делать все грамотно и с умом. Все юридически верно, чтобы было. Тут я вижу сообщение, Хамзат Кило говорит. После того, как наши ушли из Дижона, видел видео, как барыги кричали «Путин, Путин». Да, это самый важный момент, который я забыл упомянуть. И почему я, опять же, склонен, что это была целенаправленная провокация, что да здравствует Россия, Путин, Путин, начали писаться и распространяться. Это нас еще раз провоцирует, это нам еще раз показывает, что мы являемся как бы врагами, да, и нас подбивают, нас пытаются спровоцировать. Пожалуйста, не поддавайтесь на провокации. С этой ситуации у нас есть все шансы выйти с минимальными потерями, репутационными, чтобы депортация, которая сейчас будет, вот вы увидите, об этом уже первые лица страны заявили, да, первые силовые МВД, руководство заявило, да, заявляют, специальные службы заявляют, что взрыв вот этих криминальных там разборок и так далее, и так далее. Так вот, мы должны всячески сделать так, чтобы сейчас положение чеченцев во Франции в целом не пошатнулось. Это задача минимум, которая должна быть, и максимум, конечно же, свести к тому, чтобы наименьшее число чеченцев пострадало, и мы смогли наказать виновных, совершенных вот, против нас вот этой провокации и избиения вот этого 15-летнего мальчика. На этом я хочу закончить свой стрим. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Я буду вас держать в курсе событий этих сообщений. Тот человек, который мне тут выражался, так и не позвонил мне. Вы как видели, весь эфир я ждал звонка, он мне не позвонил, не сказал в эфире, что я его не защищаю. Я защищаю чеченцев, я защищаю всех кавказцев, которые против имперской России. И я защищаю всех людей, в том числе и русских, поэтому обвинять меня, что я против чеченцев, это ну как минимум не соответствует действительности. Всего самого хорошего. Ассаламу алейкум.